Разработка нового карьера в Симферопольском районе вызвала волну возмущения среди жителей нескольких ближайших сел. Такому соседству оказались совершенно не рады жители села Тавдаир, Лесноселье, Толбан, Опушки, Аталыкайле, Соловьевка и Красновка. И люди в прямом смысле слова опасаются за свое здоровье. Это нарушение экологии, карьер. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки здесь жили, они дышали тем воздухом, которым я дышу сейчас. Свежим, чистым воздухом, а не тем, что будет потом. Мы против этого карьера, потому что у нас не будет ни воды, не будет ничего. Как в принципе всегда это и было. Нам обещают, но не делают ничего. У меня 5 детей. Я не хочу дышать вот этим грязью, вот этой пылью, вот этой всей. А то, что там обещают что-то сделать, ну это всю жизнь обещали и никогда ничего не сделают. Вблизи карьера находятся не только жилые дома, но и детский противотуберкулезный санаторий «Опушки». В этой здравнице сегодня числится порядка 100 детей. Как рассказали врачи, руководство санатория также опасается негативных последствий работы карьера и уже собирает подписи против его открытия. Строители карьера сделали селянам встречное предложение. За разрешение на строительство объекта они пообещали сделать дороги, построить ФАП и предоставить рабочие места. Речь об этом шла на общественных слушаниях, которые состоялись в конце прошлого месяца. На них присутствовало около 50 местных жителей. При этом, как говорят общественные активисты, большинство людей даже не были проинформированы о проведении этих слушаний. Проходили сначала предварительные слушания, потом слушания, протоколы имеются, мнения людей мы все учли, что хотят люди этого села от инвестора. Инвесторы услышали, подписи люди поставили, инвесторы поставили. Некоторых селян строители карьера смогли убедить. Я понимаю просто то, что привлечение инвесторов в наше село нам поможет решить проблему с нашими дорогами, с отсутствием медицинского обеспечения в селе, потому что нам пообещали сделать ФАП. Пообещали нам сделать дороги. Самое главное – дороги нам, ФАП и рабочие места. Это очень хорошо. Тем не менее, многие селяне по-прежнему выступают против уничтожения природы. Они уже собрали свыше 100 подписей и не собираются отступать.